Добрый вечер, это новости 24 в студии Лейла Цурова. Олимпийский огонь в Ингушетии. Сегодня наш регион был в эпицентре самого главного спортивного события мира. Эстафету Олимпийского огня в городе Солнца, Магасе, приняли Ахмед Катиев, Лейла Албагачиева, Рахим Чехкиев, выдающиеся спортсмены и общественные деятели. Ну а затем легендарный символ был поднят на 100-метровую башню Согласия. Муслим Ганиев с места события. Факел доставили 2 часа дня в Магаз. Вся эстафета прошла здесь же, в столице республики. 17 человек, передавая друг другу, принесли символ Олимпиады по проспекту Зязикова. В числе факелоносцев известные спортсмены и ветераны спорта. Хочется верить, и мы верим, что мы покажем пример всему миру, как надо проводить Олимпийские игры. И мы сделаем это вместе. Сегодня хочется сказать огромное спасибо тем авторам проекта века, это так и есть, которые сделали так, что вся страна является участником Олимпийских игр. После состоялось, пожалуй, самое ответственное действие. Принесли лампаду с огнем, которая преодолела 1000 километров. Первый факел зажгли в руках министра по физической культуре и спорту республики, пятикратного чемпиона мира по боксу среди профессионалов Ахмеда Катиева. Он стал первым факелоносцем. Это грандиозное, масштабное мероприятие. Быть ее участником – большая ценность для меня. Олимпийский огонь, передаваемый из рук в руки, символизирует дружбу, взаимопонимание между людьми. Я хочу пожелать всем нашим участникам, чтобы на этот раз сборная команда России заняла общекомандное первое место. Свой участок, который составил около 100 метров, пробежал ветеран спорта Весенгирей Барханоев. В свои 83 он ведет активный образ жизни, готовится к эстафете около 3 месяцев. В числе факелоносцев и первая на Кавказе покорительница 5 самых высоких точек мира Лейла Албагачиева. Это не первый символ Олимпиады, который доверили Лейле. Благодаря ей флаг сочинских игр теперь на самой высокой точке планеты. После Олимпиады Лейла планирует еще одно восхождение на Эверест. На этот раз на самой высокой точке планеты она собирается установить флаг с автографами всех российских победителей. Ощущения те же, что я чувствовала на Эвересте. И я хочу сказать, когда я поднимала флаг Олимпийского комитета на вершину Эвереста, тогда с этого дня я была горда и счастлива тем, что я приняла хоть самое малое и незначительное участие в предстоящих Олимпийских играх. Можно сказать, что Ингушетия начинала свою эстафету 20 мая 2013 году. Самую ответственную миссию возложили на олимпийского чемпиона Пекина Рахима Чехкиева. Он зажег городскую чашу игр, которая установлена на башне Согласия. Спортсмена подняли туда на башенном кране. Ура! Поддерживаем, друзья! Ура! Вот он! С праздником, друзья! Было страшно, когда поднимался. Я немножко боюсь туда, не буду лукавить, но не то чтобы страшно, но волнительно. Было волнительно. Рахим, похожи ли эмоции, которые ты испытывал в Пекине вот сегодняшними? Да, похожие эмоции. Я что-то такое подобное испытываю, потому что тут большая масса людей, то есть люди поприветствуют, поддерживают, чувствуется, что к тебе приковано внимание. После небольшого концерта огонь потушили. На этом официальная часть эстафеты в Ингушетии завершилась. Посмотреть действо приехало несколько тысяч человек со всей республики. Каждый из них внес свой вклад в олимпийское движение. Чувствуется, что праздник. Весь народ чувствует праздник, сплоченность. Дай Бог, чтобы вот такие праздники были. Народ чувствует, что есть сплоченность и есть единство в народе. Огонь на башне Согласия, несмотря на туман, который сегодня окутал столицу республики, был виден за несколько километров. Чаша, как и все 17 факелов, останутся навсегда в республике. Они не дадут забыть об участии Ингушетии в этом действии. Муслим Ганиев, Тимур Карахоев, Новости 24. Знаменательный день завершился тоже празднично. Час назад в честь эстафеты Олимпийского огня в центре Магаса дали салют.
Спустя 34 года Олимпийские игры и эстафета Олимпийского огня возвратились в Россию, обойдя почти весь мир. Позади десятки тысяч километров до Сочи остаются считанные города. Какие эмоции принес нам Олимпийский огонь? О продолжительном маршруте, о возвращении легенды расскажет Магомед Измайлов. Свой путь Олимпийский огонь начал более 120 дней назад. 29 сентября в Греции, на земле древней Олимпии, был зажжен факел зимней Олимпиады Сочи-2014. Спустя неделю он прибыл в Москву, где старт эстафете дал президент России Владимир Путин. Эстафета Олимпийского огня Сочи-2014 стала самой продолжительной и масштабной в истории зимних Олимпийских игр. Начавшись 7 октября 2013 года, она должна завершиться в день открытия Олимпиады 7 февраля 2014 года. За 4 месяца эстафета «Олимпийский огонь» преодолеет почти 65 тысяч километров на автомобилях, поездах, самолетах, а также русской тройке. Факел опускался на дно Байкала, самого глубокого озера в мире, и поднимался в космическое пространство, куда его доставил корабль «Союз». Олимпийский факел провел в открытом космосе почти 5 часов, а всего на орбите Олимпийский огонь находился 2 суток и вернулся 11 ноября вместе с 37-й экспедицией. Почти 14 тысяч человек поднимут над своей головой Олимпийский факел, который выполнен в виде пера жар-птицы, образ, знакомый всем с детства. Вес факела не превышает 2 килограмм, а центр тяжести расположен так, чтобы его максимально удобно было нести при беге. Эстафета пройдет по всем регионам России, а наблюдать за ней смогут десятки миллионов человек. Магомед Измайлов, Новости 24. К другим темам. Ровно 21 год назад по приказу МВД России был создан отряд милиции особого назначения МВД по Ингушетии. Специальное подразделение «Общепризнанная элита», сплав воли, мощи и скорости. Их главная цель – выполнить любую служебно-боевую задачу без потерь. Именно этому учат молодых бойцов по всей России. Магомед Асканов поподробнее. Их работа и опасна, и трудна. Полицейские подразделения всегда славились стойкостью бойцов и стремлением никогда не сдаваться. Ингушский ОМОН со дня образования испытал немало трудностей. В истории отдела десятки боевых потерь. На стенах славы фотографии тех, кто ценой своей жизни отстоял право считаться самыми сильными. 52 сотрудника отряда отмечены государственными наградами, 2 из которых были представлены к званию Героя России. Мы из гражданки людей не берем. Мы берем из сотрудников полиции, которые прошли первоначальную подготовку. И в своем сознании, морально-психологически были готовы к экстренным ситуациям, те, которые у нас возникают в обыденной жизни. И, соответственно, были морально-физически здоровы. Потому что без этого он не боец. На Хусейна Талдиева покушались дважды. Как говорят в народе, таких людей трудно сломать. Вот только забыть о боевых товарищах, ценой собственной жизни отстоявших покой родной Ингушетии, никак не получается. Печальный пример, когда Мусу Альгиева и его семью преступники застали в дороге и расстреляли, не пощадив даже детей. Павших при выполнении служебного долга более 30 сотрудников, 12 из которых удостоены государственными наградами посмертно. Один из них Мавлид Добриев, старший инженерно-технической группы. Он служил в ОМОНе со дня его образования. 5 лет назад Мавли подорвался на мине в Сурхахах. Он входил в десятку самых лучших саперов России. Старший лейтенант Добриев Мавли Умарович. У него и учились сегодняшние саперы. На службе они немногословны, но нашей съемочной группе саперы делают исключение и демонстрируют основные этапы разминирования. Первым из спецмашины выходит робот. Аппарат дистанционного управления берет на себя основной удар. Эта разработка саперы считают главным техническим достижением. Машина способна уничтожать мины, фугасы, да и любые взрывные устройства.
Лучшим другом и боевым товарищем, конечно, служит собака. Рекс больше удивлен нашей камере, а все, что происходит, его не смущает. Это его работа. Он и находит для робота взрывное устройство. Эти ребята не просто самоучки, они не раз проходили специальную подготовку. Саперы наращивают и без того солидный опыт, переданный им боевым братом Мавли Добриевым. Один из его учеников нынче успешный сотрудник ОМОН Хасан Асканов. Он раскрывает для нас несколько секретов своей работы. То, что происходит, называется инженерной разведкой, с использованием робототехнического комплекса «Варан». Он управляется дистанционно, то есть от оператора, вот сидит оператор, вот у него монитор, компьютер с дистанционным управлением. Немало времени уходит и на установку всего оборудования. Робот снабжен видеокамерами. С этого ящика взрывотехники манипулируют все действия спецтехники. И вот саперы обезвреживают взрывное устройство на месте. Нас учили больше, мерам безопасности. Потому что они понимали, работа очень сложная, опасная. Мы были молодые, неопытные еще. Они пытались передать нам опыт. Честно говоря, они много чего передали, но все-таки их не доставало, когда их не стало. Помимо инженерно-технической группы, бойцы отряда спецподразделений ОМОН проходят ежедневную спортивную подготовку. Отрабатываются учебные тренировки по захвату предполагаемых преступников. А занимать первые места на всероссийских и республиканских соревнованиях стало традицией. Скоро ОМОНовцы переедут в новое здание. Ожидается и поступление 2 вертолетов. Однако бойцы никогда не забывают, что это все пригодится именно в защите населения. А сохранение единства и порядка в стране и в республике – их призвание. Магомед Асканов, Ахмед Парчиев, Новости 24. Закупки на государственном уровне. Правила и риски. Обязательную инструкцию по применению прослушали в форме лекции в ДК Назрани. Мастер-класс для специалистов отдела госзакупок провели в связи с изменением федерального закона. Он вступил в силу 1 января. Репортаж Хади Адельбиевой. Новый закон регулирует закупки, которые совершают различные органы власти и вообще все организации, которые получают бюджетное финансирование. Приобретая товары для своих нужд, они обязаны соблюдать определенные правила и строго установленный регламент. Если раньше регулировалось только процедурные вопросы, остальные немного оставались за кадром, то с принятием нового закона весь закупочный процесс, начиная от планирования сегодня, то, что мы будем покупать на годы вперед, заканчивая контролем качества и исполнением, этим будет заниматься 44-й закон. На лекцию собрались более 400 человек. Это государственные и муниципальные заказчики, те должностные лица, которые по правилам нового закона должны будут вести весь закупочный процесс в организациях. Основная цель – повышение квалификации сотрудников госучреждений, чтобы они получили базовые знания по новому федеральному закону. Требование закона, чтобы у каждого заказчика были контрактные управляющие. В течение 2 дней их будут обучать, как применять новый закон. У них дальше будет 46 часов дистанционного обучения, которое им позволит получить еще больше информации, которую, допустим, они здесь, может, не усвоили. Потому что, как мы знаем, вначале мы получаем информацию где-то 3 часа, да, наш головной мозг, в общем-то, воспринимает нормально. Все остальное дальше информация усваивается с тяжестью, конечно, тяжело. Поэтому и сделали видеолекции, чтобы они могли дома презентации еще раз посмотреть, ознакомиться с этим. Благодаря новому закону будет легче контролировать денежные средства и избегать лишних затрат. Также он позволит составить отчет на год, что и как необходимо приобрести и какую сумму примерно придется израсходовать. Такими изменениями в федеральном законе многие довольны. Многие заказчики столкнулись с тем, что 94-й закон несовершенен, есть очень много накладок, то есть вопросов, по которым заказчики сами не могут разобраться. Бывают также проблемы и у поставщиков. После того, как мы ознакомились с новым 44-м федеральным законом, то есть новый федеральный закон, он более совершенен, то есть были устранены все недочеты 94-го закона. Конечно, очень приятно, что нам провели такое мероприятие по этому 44-му приказу, потому что это нам очень надо. Необходимо в работе. Для того, чтобы информация, получаемая на лекциях, повышение квалификации лучше усваивалась, организаторы раздали участникам брошюры с полным описанием федерального закона о контрактной системе в сфере закупок. Хади Адельбиева, Ахмед Беков, Новости 24. До конца этого года в Ингушетии построят более 20 детских садов, один из которых появится в селении Плиево. В дошкольном учреждении смогут обучаться и проводить свой досуг более 200 малышей. На стройплощадке побывал наш корреспондент Руслан Богачиев.
Фатима Дарсильгова живет в Плиево. Весь день она проводит дома, воспитывает своего ребенка, а также присматривает за племянниками. В ее селе нет детского дошкольного учреждения, но в скором будущем эта проблема останется в прошлом. Буквально в нескольких десятков метров от дома Фатимы началось строительство детского сада, и до конца 2014 года он примет малышей. Мы очень рады, что открывается у нас садик рядом, что наши дети наконец будут ходить в садик, мы будем свободны. Утром отдадим ребенка в садик, до вечера будем заниматься своими делами, вечером заберем детей с садика. Говорят, там будут все условия, за детьми будут смотреть хорошо. Не надо ни за что переживать за ребенка. В рамках реализации дорожной карты до конца 2014 года в Ингушетии планируют построить более 20 дошкольных учреждений. Строительство 19 уже начато. По проекту детсад в Плиево рассчитан на 220 мест. Здесь предусмотрено все, от подсобных помещений до спортивного и музыкального залов. Работы на объекте ведутся беспрерывно. Место, где будет возводиться трехэтажное здание, холмистое. Поэтому фундамент усилен дополнительными арматурами. На данном этапе у нас идут работы, здесь идут работы по устройству стен техподполья, монолитных сердечников колонн. Вот, значит, сроки сдачи данного объекта 28 ноября, но мы обещали руководству, что объект будет сдан гораздо раньше, не нарушая технологические сроки. Администрация Плиева уже довела до сведения родителей о необходимости подачи заявления для постановки на учет детей в возрасте от 3 до 7 лет. Строительство объекта началось совсем недавно, и уже заметны первые результаты. Детский сад будет соответствовать всем современным нормам, а на прилегающей территории будет находиться игровая площадка на площади 500 квадратных метров. Руслан Албагачиев, Магомед Дидигов, Новости 24. Социальное предпринимательство. Форум под таким названием открылся в Магасе. Это своего рода кузница кадров для людей с ограниченными возможностями и детей-сирот. Для обучения были приглашены специалисты из Эстонии и некоторых регионов России. Как проходила встреча, расскажет Милана Хашигульгова. Одним из участников форума стал Ахмед Плиев, ученик 9 класса Республиканского центра дистанционного обучения детей-инвалидов. С рождения у него проблемы со слухом, но несмотря на это Ахмед учится, а также увлекается лепкой из пластилина. Я начал лепить пластилином с 4 лет. Я люблю лепить башни ингушские, животных, персонажей из мультиков, из фильмов, еще много чего. Поделки, которые они принесли из Эстонии, мне очень понравились, и я хочу научиться тоже так делать. В работе семинара приняли участие специалисты из Эстонии, приглашенные для проведения мастер-классов. Обучение будет проходить по программе «Усатый нянь». Также они продемонстрировали сувенирную продукцию, изготовленную людьми с ограниченными возможностями. Мы привезли с собой очень много продукции, и сразу же на месте будем обучать людей с ограниченными возможностями, как это делать, чтобы они увидели результат своего труда, чтобы они смогли уже реально участвовать в этом. Это нельзя затягивать на какие-то там долгое время, на какое-то долгое время. Это должно быть сразу. И у нас эта программа специально разработана, и она сделана очень практично. Представлено несколько видов продукции, которая может использоваться детьми в детских садах, тренажеры для спортсменов, развивающие игрушки, различные сувениры. Предусмотрено внедрение среди людей с ограниченными возможностями 7 основных направлений проекта «Поможем, чем можем». Гипсовая лепнина, гончарное дело, изделия из кожи, шерсти, природного камня, пластиковые изделия и другие. Будут создаваться мастерские на дому, что позволит создать рабочие места. Суть проекта заключается в том, что мы для начала будем отбирать претендентов из людей с ограниченными возможностями в возрасте от 14 до 25 лет. 2 месяца мы их будем обучать. Месяц будет практика. Далее мы будем приобретать инструменты и оборудование. Наш проект предусматривает помощь, поддержку людям из социально защищенных слоев населения, из числа инвалидов, детей-сирот, детей малообеспеченных семей, ориентированных на самозанятость. То есть мы хотим людям дать возможность приобрести специальность, которая бы позволяла бы им иметь в своем багаже дополнительный заработок к своим пенсиям, пособия.
Зелимхан Аздоев выиграл грант в размере 3 миллионов рублей, и 1 миллион решили направить для реализации проекта «Поможем, чем можем». Из заявленных 80 человек отобрано 32, которые пройдут обучение. Через 2 месяца предусматривается второй семинар. Возможно, организаторы следующий форум проведут уже за рубежом, и у наших жителей будет возможность продемонстрировать свои работы за пределами России. Милана Хашигульгова, Майбек Миржоев, Новости 24. Спасибо за внимание и спокойной вам ночи. Поддерживаем, друзья! Ура! Вот он! Вот он! С праздником, друзья! Зимних игр совершенно на вершине одного из главных символов ингушетии с древнейших времен.